Ребята, доброе утро. Алдан. Проснулся недавно. Снежок. Отлично. Надо преодолевать вот этот подъем. Иначе тоже будет сложно. Ну что, немножко осложняется задача, потому что скорость будет меньше. Ладно. Надо ехать. Сейчас обойду машинку и поеду. Там вот. Вся дорога была темная. Асфальта было много, но и была плохая дорога. Вот буквально перед Тамотом. Это надо притулиться и подкачать колесико. Мост через реку Алдан. Сейчас будет пост ГАИ. Посмотрим, как тут у нас обстоят дела. Пост ГАИ успешно пройден. Дяденька гаишник чистил снег лопаткой. А у меня вот, ребятки, вот такое освещение. Вот так я вчера ехал до Алдана. А это, господа, перевал Рига. Их тут 2 штуки. Поэтому мне говорят, как там дела на Ригах? Как там Риги? Рига ведь снизу. Есть место песка. Насыпают мелкую гальку или как гравий. Щебень. 2-я Рига, ребятки. Было дело, на этой Риге я не поднялся. Тоже был снегопадик. Шел пустой. С будкой, по-моему. И не смог подняться. Буквально там подверх. Но я шел в обратную сторону, на Хабаровск. Ползем, ползем потихоньку. Все, Рига заканчивается. Поднялись. Вот, ребятки, где-то в этом райончике пещера есть. Не видно ее. Она была. Поселок Верхняя Амга. Так вроде. Да уж, поселочек. Сколько тут людей живут? Не знаю, мне кажется, 2-3 дома в общей сложности, где живут люди. Ну, может, я ошибаюсь. Вон домишко жилой, видите? Отшельники. Людям нравится жить. А что, природа здоровская, да? Не знаю, тарелку поставил, телевизор ловит, может, интернет есть. Что еще надо? Вода чистая. Живи себе не хочу. Речка, рыбалка, охота и так далее. Преобладание белого цвета. Еще мне нравится название ручьев. Очень интересные. Такие звучные названия. По-русски написано Курункин-Кю, Хараса, Сыр. Примерно вот так вот звучит. Кто из Якутии, друзья, кто знает, как это переводится ну, как это можно по-русски правильно сказать. Оно же имеет какое-то значение, наверное. Это же не просто какие-то буквы. Напишите. Только черные вороны, друзья, нарушают эту идиллию белого. Причем я заметил, это уже 2-е, не знаю, может, это семья. То есть 2 черных ворона что-то там кушали до этого, клевали. Сейчас опять вдвоем они по 2 оказываются. Смотрите, друзья, дорога узенькая, обочины не видно. Обочина зимой — это опасная тема, согласитесь? А дорога вот на одну машину, на одну колею. Ну, вот это накатанная. Прижимаемся по обочинам так аккуратненько. На делочке попробовал. Так в очках лучше обочины видать. Прям видно, где что как. Хоть и солнца нет, а я в очках солнечных. А ну подумайте, холодно мне что ли? Да нет, не холодно, ребят. Пар костей, ребят, не ломит. Ну а так-то жарко, честно. Вот, у меня форточка даже приоткрыта. Просто сегодня с утра выходил, пока надувал колеса, накачивал. Думал, снег идет, придется, наверное, цепь одевать где-то. Сколько еду, не пришлось. А я так в куртке ехал все это время. Ну вот, снял. Ребят, доброе утро. Я в Якутске выгружаю 2-ю часть груза. Вчера 1 часть выгрузил.
Смотрите, какой погнутый дом. Дизайн. Вот она и стройка. Кран стоит. Вот работы сейчас не видно, но стройка-то есть. Еще одна замороженная стройка. Зимой, наверное, не строят. Интересная особенность вот в Якутске и в близлежащих окрестностях. На деревьях налипание мокрого или какого-либо снега. На деревьях, смотрите, на проводах. Вот эти все, видите, провода? Это ж какую они колоссальную нагрузку выдерживают. Там снег со льдом. Видите провода? Интернет. Это капец. Да? Как они выдерживают. Ну, навигатор меня привел правильно. Я сейчас разговаривал по телефону. Все правильно. Не знаю, влезу ли я под эту. Должен влезть, наверное. Под эту арку. Видите? Труба. Я вам скажу миллиметры. Помогаю на загрузке. Ребятки, труба, видите, еще расположена как под углом. Я сейчас пустой. Ну как, она выгруженная. Смотрите. Видели? Ну, должно пройти. Раз здесь прошло. Надо же, специально миллиметражи сделали. Я на том френче работал, на синеньком. У меня седло-то было поднятое. И это тоже было поднято как раз именно на такое расстояние. На где-то 5 сантиметров. Как раз бы не хватило мне. Все, ребятки. Еще один человек остался выгрузить в Якутске. И, наверное, поеду я отсюда грузы какие-то на юг. Не знаю, редко кто возит. Нету, по-моему, грузов. Видите, ребята, забор из бочек очень актуально. Бочки все специально продырявленные, чтобы не было интереса своровать, да? На этот раз я узнал новую дорогу. Здесь еще не ездил. Причем так получилось, что я не видел знаков. То есть еду не под знаки, а вот именно как-то по центру города, но не под знаки. То есть ни разу не повстречался, что грузовикам нельзя. Смотрите, камеры, столбы, деревья. Интересно, да? Налипание мокрого снега называется. В общем, друзья, необычность этого города в том, что вот везде вот так вот все в снегу, таким толстым слоем, повсюду. Особенно это заметно на деревьях и на проводах. Необычно. Не знаю, всегда ли это здесь такое, но тем не менее, сейчас это так. Я еду задом, вот туда. Вон где УАЗик где-то, в тот район. Жопу туда. Сейчас пойду спрошу. Короче, ребят, не знаю, не так холодно, в принципе. 22. Второй контур не накачивает. Вот так примерно держится. Может, тут что-то, не знаю, с этим, с приборчиком, знаете, как космонавты раз там постучали. О, нормально. Друзья, это последнее место разгрузки. Значит, тут в Якутии практикуется вот такая вот тема. Портативный гараж Наташа. Кому нужен телефон, записывайте. Вот так вот. Приехал, одел его, выхлопную трубу вытащил, и все. Дистанционно заводишь ее, и горя не знаешь. Причем это я не первую машину вижу, много таких машин уже. Вот такой вот портативный гараж тоже. Наташа. Так это все весело выглядит. А вот в техноторг я приехал выгружать вот эти товары. В общем, вот так, ребятки. Заехал сюда, не знаю, капец. Сюда не получается заводиться, тут крыша мешает. Тут, ну, забор, видите, миллиметражи делаем. В общем, запах антифриза в машине. Я открыл капот посмотреть. Возможно, хомут не справляется. Либо второй вариант, что просто по радиатору, по вот этой вот теме течет и все. Видите, я так смотрю, немало. Интересно, сколько там антифриза осталось. Скорее всего, радиатор просто уставший тупо. Где-то течет по сотам. Ну, мое личное мнение. Как вы думаете? Потому что он расшивался уже. Помните, там трубки запаянные изнутри, по краям. Ну, эти мокрые, это же не просто так все. Это хреново, друзья мои. И что самое интересное, пробка не держит. А если бы еще пробка держала, если бы она давление создавала,
то все. Так что, блин, все, что мог я сделал, все держится, но радиатор где-то подтекает. Я уже подтягивал хомут, он тут прочно сидит. Тут, видите, патрубок сам, он не такой маленький, он натягивался плотно, плюс еще я его обжал. Как бы вот так вот. Я думаю, откуда запах антифриза? Смотрите, видите, раскидывает. Хреново. Что могу сказать? Хреново. Поэтому всякую бяку туда и доливали в радиатор. Поэтому антифриз был вот такой вот густой. Возможно, доливали воду, что помпа потом крякнула. Ну, то, что там она подмерзла, прихватила ее, да? И там куски льда или не знаю, ну, в общем, погнула крыльчатку на помпе на той. Я думаю, что это вот основное, что из-за радиатора, то, что радиатор плохой просто, и все. По-моему, это элементарно. Как там говорят? Это элементарно Ватсон. Лопасти в этой канители. Ну, в общем, ребятки, нужен радиатор, блин. Разгрузиться-то я разгрузился. Я же заезжал свой груженый. Перчатки, цепи под колеса, воздух не качает. Где-то уже около часа-полтора я занимаюсь вот этой ерундой. Стою в таком положении, выехать не могу. То есть тут все критично весьма. Не знаю, сколько это продлится, но в общем. И воздух перестал качать. В общем, такое вот. Сидушка опустилась до тала. Трубки откручиваю, разобраться не могу. Не знаю, где пока воздух потерялся. Воздух отогрел. А выехать все равно не могу. Надел уже цепи. Но у меня диагональное зависание получается. Вот это одно колесо и одно впереди. Все, они висят. Подушки опускал, поднимал. Не достает. Ну там чуть достает, она больше копает и все. Надел цепи. На ту ось 2, сюда одно. Там потому что сильнее сидит. Ну а что толку? Не достает. Я уже взял, достал веревку. Пробую дернуть грузовиком, не идет. Взял лопату, подкапываю. Ребятки, представьте себе такую картину. Ну вот разгрузился, нанервничался за день там с этими погрузками, разгрузками. Такой думаешь, блин, сейчас еще ехать. Хоть бы, может, уже прилечь, что ли, отдохнуть. Такой думаю, ну ладно, поеду. Собрался ехать. Ага, не тут-то было. И тут началось, ребята, помните, да? Япона, бога, душу, спину, мать нехай. Достал все цепи, домкраты, инструменты. Вот этот вот из этого с-под сидушки развернул, достал. Короче, цепи надел, диагональное зависание, ничего не помогает. В итоге поддомкратил каждое колесо, выкопал под ним снег до земли. Вроде выровнял, и немножко она поехала назад. Таскали этой штукой, не помогло, не смог он здесь дернуть меня. Уже подключил фонарь, тут светил, видите? Попробую сейчас вырваться. У меня только на одном колесе на том нету этого цепи. Тоже, если надо, надену. Ребята, терпение и труд все перетрут. Верно? Верно. Но если так разобраться, по большому счету, ну херня же делов-то, да? Ну, заехал я сюда груженый. Ну, бляха-муха, проблема в том, что у меня телега заломленная, понимаете? И мне ее надо вытаскивать из залома. Вот и все. Вот основная проблема. Ну, фигня делов, блин. Сидел я тут сколько? Не знаю, часа 4, наверное. Не поверите. Я уже до земли тут, уже вон, видите? Грунт пошел, все. Докопал. Колеса все сделал, чтобы одинаковые были. Подкопал колеса, поддомкратил. Все, цепи надел, вышло. Без цепей не знаю, вышло бы, нет. Вообще жесть. Да, ребятки? Пустому с такой телегой, да еще на изломе. Ну, ребятки, берите этот самый себе на ус, наматывайте. Если я не намотал сам себе, да, наматывайте вы. На моем опыте. Когда будете пустой, не ломайте сильно телегу. Ну или когда разгрузитесь, имейте в виду, как она у вас стоит. Вот я просчитался. Все, ребятки, собираю вещи. Буду выезжать. В общем, все, я вышел на трассу в городе. Поеду до какой-нибудь кафешки, ребятки. С утра ничего не ел, потому что выгружался,
помогал выгружать, короче, ездил по этим точкам. В общем, напряженный был день, ребята. Все, поехал я сейчас на переправу. Еще надо где-то антифризы купить по дороге. Включил я аварийку и поехал себе под знак. Потому что просто тут вообще невозможно ездить по, не знаю, по Якутску на грузовике. Просто капец. Нужно в такие объезды ехать, такие чигиря. Поэтому, ребят, я по короткой дороге. И не знаю, пофигу. Все, ребятки, вырулил я на окраинную улицу. 50 лет Советской Армии, по-моему. Все, еду на переправу. Не сморщили меня за то, что я ехал по центру города. Тут везде нельзя. Тут только можно вообще по объездной. Вообще-то. Здесь улица Бабушкина, по которой все ездят. Но по ней тоже знак стоит. Тоже нельзя. Ребятки, доброе утро, проснулся. Это день после того, как я забуксовал и так далее. Это поворот на Качекаце. Вот здесь вот стою на кафешке. Вчера покушал. Ну а сколько я приехал сюда? Я приехал сюда, ребята, в 12 часов ночи. Итак, братцы, кафе Альянс. Надо покушать, думаю, сходить. Это Качекаце, Якутия. На улице тепло, я привез теплую погоду. А тепло это значит 24 градуса. Ночью было минус 28. Спасибо большое. Всего доброго. Ну что, ребятки, сегодня выходной день, воскресенье. Никого нет. С утра машинки были. Но в связи с тем, что у меня был вчера напряженный такой день, я решил отдохнуть после рейса, так скажем. Я еще нахожусь в рейсе, но... В общем, я дал себе, можно сказать, слабину, потому что сейчас я уже свободен. Уже никуда особо не надо. Колесо вот это у меня пустое. Спускает. Я думаю, что даже не смогу его сейчас накачать. Я его тут раз подкачивал, но оно опять спустило. Машинка приехала. На Качекацах частенько бывает машинка. Надеюсь, она меня не сморщит. Так, задние колесики все работают. С этой стороны. Вроде все, поехали. Остановили меня дяденьки. Но я с ними так хорошо с ним поговорил, что он не стал меня наказывать ни за что. Ну, может и не за что было, но думаю, захотел бы, нашел. Нормально все. Не знаю, ребята, как не любить можно этот край, а? Вот он чистый такой, вот прям вот, знаете, когда ребенок рождается, он чистый. До тех пор, пока у него не будет навязано нашей, как говорится, системой вот эти ценности. Также и здесь чистая природа. Пока что не опороченная, так скажем. Белая. В общем, люблю я Якутию. Друзья, кстати, кто не в курсе, сворачиваешь после Невера на Якутию, на трассу, на Лену, переключаются уже люди на FM. У нас там везде ездит на AM, а здесь на FM. Смотрите, как красиво, а? Офигенно. Еще в кафе Легион, по-моему, да? Легион. Сейчас здесь перекачают топливо из запасного бака. А то у меня оно уже заканчивается. Тут площадочка есть, боком можно поставить машину. Так, братцы, хотел я перекачать солярку. Потянул шланги, подхожу. Крышка висит. Это значит о том, что когда ее спили, крышку не закрыли. А у меня солярки сейчас нету.
Это жесть, друзья мои. Согласны со мной? Блин, ну хотя бы крышку закрыли. Бы. Это капец какой-то. Не знаю, где это сделали. Сейчас я проверю палочкой, что там. Может, она сама открылась. Тогда это будет хорошо. А если ее слили, ну это нехорошо, ребят. Со мной согласны? Это нехорошо. Потому что мне сейчас не на чем будет ехать. Так вот. Ох ты! Смотрите. Мне что, повезло? Ее что, не слили? Просто не закрыли крышку? Удивительно, но факт. Я на себя, правда, налил. Но это больше радует, чем бы там ее не было. Согласны со мной? Может, хотели, кто-то спугнул. Крышка была закрыта 100%. Короче, солянка есть. Это жесть. Да? Единственное, сколько там снега. Не ясно. Короче, что это было, непонятно, ребят. Пока не могу сказать. Но крышка была точно закрыта. В общем, ребят, ситуация такая. Бак здесь. 379 литров. 379. Маленький, ну, грубо говоря. Я перелил все, что можно было, и он не полный. Может быть, сейчас, пока машина работает, часть перетекла туда. Тут другой бак. Они же там сообщаются, плюс еще обратка. Насколько этот бак? На 303 литра. Ну да, тогда нормально. Не знаю, может украли канистру, может не украли канистру, не знаю. В общем, сейчас я это почищу и закрою. Ну то есть плохо то, что я ехал с открытой, сами понимаете, да? Хорошо, хоть солярка осталась. Не знаю, как так и что я, ну в общем, сами понимаете, вот такая жизнь. И вот зачем нужна такая штука в некоторых случаях, да? Не только как убираться, пыль продувать, но и даже вот в этой ситуации. Короче, ребят, на Легионе заодно, шиномонтажка. Сделаю все-таки колесо. Не, в пределах штуки у меня обойдется. Как колесо делается. Обошел машину, там телегу, да? Нашел вот эту канитель. Смотрите, вот эта проволочка, это такое непонятное какое-то, непонятная ситуация. Вот палец уже вылез, смотрите. Да? Ну как-то вообще не весело ни хрена. Решил замутить. Пока делали колесо, я зафокстротил магнитофон. Все, музончик играет. Теперь мне будет весело. Фишки у меня, которые были, евро, пойди совпали. Просто подцепил фишки, думал, там будет надо сейчас это изолировать. Все, раз и совпало, все колонки, все работает. Значит, ребята, я сегодня же этот колхозил эту фигню, думал, палец там туда-сюда, поставил болтик. Вот, в итоге я его сделал, чтобы он там свободно ходил. Потом выяснилось, я уже потом пришел, когда колесо сделали. Видите, здесь должен быть такой кронштейн, который держит вот эту тележку. И там впереди, его нет, ни там, ни здесь. Вот этот палец болтается во всех сторонах, она держится, получается, за счет пальца. И там то же самое. Вот, поэтому, чтобы палец не вылетал, пришлось еще раз переоткрутить, сюда новых шайб добавить, он не стягивался. Короче, удлинить максимально тягу, чтобы палец хотя бы чуть-чуть сюда вылазил. А когда вот эти вот он болтался, это сюда залазит, это чуть залазит, и все, и он вообще сюда даже не высовывается. Короче, хотя бы так. Одной не хватает, слева впереди. Жесткач. Поедем. Сейчас болты заново соберу, потому что шайбочки искал. Все, ребятки, с Легиона сваливаем. После кафе Легион. Парковочка. И вот здесь такая машинка. По-моему, Volvo.
Ребятки, подъезжаю к комоту. Ну что у меня? Пропали габариты. Где там кнет? Предохранитель горячий, плавки. Горячий. Еду на аварийке. Сейчас доеду до Томота. И там, наверное, заночую. Утро вечером мудренее. Посмотрим. Сейчас покушать туда-сюда. Да. С проводкой проблемы. Кстати, проводку несло в рабочее время. Туалет, душ 14 рус. Автомойка 14 рус. Ребятки, доброе утро. Я привел себя в порядок, умылся, зубки, все дела. Ну что, сейчас покушаю. Зайду в автомагазин Драйвер. Это Томот. Вот. Пойду дальше. Не знаю, надо где-то делать габариты. Короче, габариты не работают. Включаешь габарит, сразу выключается. Причем да не на телеге. Телега тут ни при чем. Телегу я отключил, шнур все равно включаю габариты, он сразу выключается. Сначала не работали фары, одна горела, сейчас перестали гореть габариты, это плохо. Вот смотрите, один командир и 3 солдата. Такие прям серьезные ребята. Друзья, уже Верхний Алдан. Сейчас зайду в Киви, в кафешку, возьму разрешение и зайду в магазинчик. Значит, здесь наверху в Томоте я взял колодки 2 комплекта, фильтр вот такой, как выкидывать, антифриз, что-то еще взял, ВДХу. Ну и все. Но фильтр не такой взял, а более крутой, уже в окантовке, такой резиновый. Дороже. Такой фильтр стоит 600 рублей, а тот 1400. Надо будет у Киви что-то взять для машины, порадовать френчика. Например, антенны. У меня обе антенны сломаны. Сломанная, здесь на китайском зеркале вообще ее не было. Не знаю, по-моему, там закрутка под антенну есть. Сейчас посмотрю. Вот это называется уже баловство. Ну, как бы я балую свою машинку. Я купил себе 2 антенны. Собственно говоря, они даже функций сейчас выполнять никаких не будут, потому что к ним не подходят, ну, провода, как бы, ничего не запитано. Потом будут, наверное. Но сейчас они просто для красоты. 1801, ребята. Может где-то дешевле, но это стоит 1800. Раньше я у него 1,5 года назад примерно, может 2, покупал за 1000 рублей. А здесь сейчас они 1800 стоят. Вот так вот. И одну вот такую вот штуку, универсальную, так скажем. Универсальную. Не знаю куда, подумаю. Вот либо сюда я заколхожу, либо туда. Но я могу заколхозить эти родные. Скорее всего, я родные заколхожу сделаю, чтобы они работали. А это посмотрю, на всякий случай пускай будет. Не так дорого стоит. Смысл в чем? Она откручивается. Это, я считаю, такой хорошенький такой плюс. Причем ее можно использовать на улице. Понимаете, да? Она закрывается колпачком. Например, как Гиви мне предложил. Выводишь где-нибудь сзади на кабину, вставляешь туда, допустим, от бензонасоса штекер, чик, и все. Не надо там куда-то подключаться, куда-то там к этим, вы понимаете, да, к аккумулятору. Бензонасоса хватит вот этого питания. Все здорово. Примерно вот так вот. Вот у меня красавчик без антенн. Хотел, друзья, похвастаться 2 антеннами. Но, к сожалению, только одна. На китайское зеркало она не встает, нужен переходник. Ладно, вторую взял с собой, потом сделаю. Потому что второе зеркало у меня тоже будет с китайской. Вот, ну чтобы было блестяще. Вроде зарекомендовало себя неплохо. Говорят, что там даже подогрев работает. Но осталось только, чтобы фишки подключить. Поехали дальше. Внимание, сильный снегопад. В общем, друзья, не знаю, как оно будет дальше. Табличка была «Сильный снегопад». Это означает то, что не рыпайтесь, ребята, стойте лучше здесь. Примерно так. О, я рыпнулся. Поехал.